Уникальную природу Северного Кавказа поможет сохранить новый комплекс по очистке воды. Сооружение возвели в столице Ингушетии. Специалисты утверждают, что очищенная сточная вода ничем не будет отличаться от обычной технической. Репортаж Андрея Чистякова. Молодой южной столицы четверть века. Прежде всего, это деловой центр республики. Здесь резиденция главы и основные министерства. Но современники называют этот город еще и умным. Система вентиляции, беспроводной выход в мировую паутину, остановки общественного транспорта в ингушской столице – это еще и электронные библиотеки, открытая приемная местной администрации. На 3 языках, на ингушском, русском и английском, можно обратиться в 3 формах: текстовое обращение, видеообращение и аудиообращение. Новинки прогресса в центре города на каждом перекрестке. Вот контейнеры для сбора старых вещей и игрушек. Рядом специальные емкости для газовых ламп и батареек. А во дворах большие подземные площадки для сбора бытовых отходов. Во-первых, эстетичный вид. Во-вторых, по всем показателям он как бы и практичнее, и долговечнее. Быстро растущий город старается прививать всем любовь к уникальной природе региона. Завершается монтаж главных узлов новых очистных сооружений столицы. Территория в 5 раз меньше прежнего комплекса и во столько же раз выше степень очистки. Для того, чтобы сохранить природу, наш климат, нам нужны вот такие именно объекты, вот именно такие. То есть очистные системы, очистные сооружения. Первая очередь комплекса заработает через 2 недели. Специалисты утверждают, что на выходе очищенная вода ничем не будет отличаться от обычной технической. Ведь здешние реки несут воды прямиком в Каспий. Эти ворота ведут в один из молодых городов юга. Они открыты всегда для гостей и, конечно же, туристов, которым местные жители обязательно поведают легенду, что если на рассвете войти в город солнца, а именно так переводится слово «магас» на русский, и загадать желание, то оно непременно сбудется. Андрей Чистяков, Евгений Радаев. Вести из Магаса, Ингушетия.